Чтобы получился вот такой урожай лука, работники разработали целую систему. Сначала сажают несколько рядов, потом еще несколько, а когда появляются первые ростки, сажают остальные семена. Это, со слов аграриев, делается, чтобы бесперебойно обеспечивать население свежей зеленью. Помимо этого, на полях ГУПа «Берка» турки-месхетинцы выращивают капусту, морковку, болгарский перец и другие овощи. Весь борщевой набор на более 40 гектарах земли. С утра до вечера бригада рабочих собирает первый урожай. 15 рядов лука, почти столько же моркови, также петрушки и укропа. В этом году урожай получился хороший, делится Бинали Халилов. Этим обязаны плодородной ингушской земле и тщательному уходу за культурами. Этот лук, да, вот без царапины, без пятен, да, чтобы было в крайнем случае вот так, если оторвем, здесь ни одной ошибки нет. Если вы сюда какие-то лекарства не подадите, не поддержите, тут машкара сидит, другой, пятый, десятый, они будут болячками. На рынке, когда повезете, на это внимание обращают. Некоторые культуры пока не поспели, но аграрии надеются на лучшие всходы, тем более, что сорта подбирались тщательно. Наша земля ингушская, которая принимает, например, картошку, да, семена, давайте вот так скажем. Удача это здесь очень хорошо растет. Много урожая не бывает. Вот я как сажал эту землю, я знаю. Скажем, да, грубо говоря. Ну, свекла, опять же, голландские семена сажаем. Почему? Потому что это семена гладкие, красивые бывают и бордовые бывают внутри. Одна из главных проблем всех аграриев – это вредители. Сочные и свежие плоды притягивают их. Решать эту проблему всегда нужно без отлагательств, иначе от урожая останутся одни стебли. Поэтому в ход идет опрыскивание специальным препаратом. Есть такие лекарства, гумат называется, P58 называется, корневые бывают, немножко обязательно селитру надо на умеренном размере подавать, чтобы это растение росло красиво. И вот самый такой момент – дождевалка, вода нужна. Вот видите, вот эти вещи у нас как лежат. Туманка называется, вот это специальный, да, вот уже раньше орики делали, то все, а сейчас вот на расстоянии мы это вставляем, и вот воду из канала отпускаем, и над давлением они начинают брызгать. Турки-месхетинцы за время проживания в республике прекрасно освоили пахотные земли. Из 100 семей, проживающих в регионе, почти все 700 человек работают на полях, через которые и тянется Алханчурский канал. С каждым годом численность диаспоры только растет, как и объем продукции, выращиваемой земледельцами. Трудолюбие у турков в крови. Все турки, где бы они ни жили, все землей занимаются. Слава Аллаху, наши братья ингуши нам это предоставляют. Это возможность, и наш народ свой хлеб куска, как говорится, через эту землю достают своей семье, кормят. Огромная поддержка оказывается и со стороны руководства республики. Глава Ингушетии не раз посещал ГУП «Беркат». Махмуд Али Калиматов уверен, тем, кто действительно трудится на земле и содействует таким образом в вопросе продовольственной безопасности, необходимо помогать. Весь урожай, выращенный и собранный на ингушской земле, турки-месхетинцы реализуют на местных рынках. Большая доля продукции отправляется и в соседние республики, реализуется на прилавках магазинов по всей стране. Малика Измайлова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.